Символично, что в преддверии Дня Республики большой праздник отмечает и наш уникальный Свияжск, ставший и историческим символом республики, и символом Возрождения. Сегодня здесь очень значимая дата – 25-летие возрождения религиозной жизни Богородицы Успенской обители. Монастырь во многом стал отражением истории страны, от величия и статуса одного из самых богатых монастырей до полного запустения. В 20 веке в зданиях размещались тюрьма ОГПУ НКВД, колония для малолетних и психбольница для душевнобольных. И вновь возрождение. В 1997 году, четверть века назад, архитектурный ансамбль был передан Русской Православной Церкви. Масштабные работы здесь начались в 2010 году Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры под руководством государственного советника республики, первого президента Татарстана Минтимира Шаймиева. Результатом этой кропотливой работы стало включение монастыря в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С Богородицей Успенским монастырем связывают многое с прилагательным «уникальное». Речь идет, конечно, прежде всего о фресках XVI века, где сохранились и единственные изображения мученика Христофора, остальные были уничтожены, и, по мнению исследователей, прижизненное изображение Ивана Грозного. О чудесах и значении возрожденного древнего монастыря. Татьяна Тимошенко. Над просторами воды цвета неба, над горизонтом, уводящим во времена, знакомым каждому со страниц учебника истории, на Островграде белокаменная быль о величии забвения, возвращении и возрождении, полная чудес и воли ее вершителей. Богородица Успенский монастырь, ставший при его основании духовным центром, некогда богатейший и самый влиятельный в Среднем Поволжье, в 20 веке постигла трагичная участь. Тюрьма, входившая в систему ГУЛАГа, леспромхоз, колония для малолетних и психиатрическая лечебница для неизлечимых больных. Новая глава летописи Богородицы Успенского монастыря с его историей в 5000 лет была начата всего 25 лет назад. Жизнь монастыря, наверное, это одно сплошное чудо. Но вот посмотрите, вот этот монастырь на протяжении десятилетий находился на острове, не имеющем связи с землей. Монастыри эти разрушались и деградировали, в материальном смысле разрушались. Местное население находилось, как я знаю по рассказам, в довольно сложном, тяжелом положении, не имея работы, не имея возможности для какой-то деятельности. И каким-то удивительным промыслом Божиим мы видим, как все это преобразилось. Это такое чудо, которое произошло в течение нескольких лет. Теперь этот небольшой островочек стал одним из самых посещаемых мест не только в республике, но и в России. Мне кажется, это чудо. Это самое большое чудо, которое произошло со Свияжском. Крестный ход в честь исторического события. Возобновление религиозной жизни в Свияжске. Конкретная дата в календаре, когда монастырь был передан в ведение Казанской епархии. Сегодня мы стоим в этих восстановленных фресках, в замечательном храме, в котором хочется просто даже побыть, даже не раз просто зайти и подышать этим намоленным воздухом. Это кадры 2010 года, печать безвременности и нежелания сюда возвращаться. Тогда масштабные, переломные, коренные за всю историю Свияжской работы по восстановлению начал Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры по инициативе Минтимира Шаймиева. С особо хрупким объектом, фресками Успенского собора, реставраторы работали несколько лет. Это время у жителей окрестностей теперь уже в памяти и как будто далеко. И зашли в этот храм, никого там не было. Но послышалось вот песнопение. Мы были так удивлены, конечно. Покричали, поискали кого-то, но никого не нашли. И вот это какое-то было реально чудо, да. Фрески Успенского собора буквально переносят в другое время. За руку проводят в XVI век. Площадь росписи более 1000 квадратных метров. Неканоничность сюжетов признана мировым раритетом. Она и поражала, и пугала. В XIX веке один из настоятелей монастыря даже предлагал все взять и переписать, но разрешения от Синода не получил. Так вместе с другими в очередной раз спаслось и единственное в мире уцелевшее изображение мученика Христофора. Теперь уже, наверное, и самое знаменитое.
В XVI веке это был очень почитаемый святой. Говорят, он спасал от моровой язвы и от чумы. И когда в XVI веке свирепствовала моровая язва Поволжья, Свияжск она пошла стороной. Итогом работы по сохранению и возрождению стало включение Успенского собора и монастыря в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКо. Весь Островград с 2017 года в особой охранной буферной зоне с его соборами, храмами, улицами и музеями, который за последние годы и сам стал заповедником. Это такой новый этап сосуществования, в котором и для нас очень важно, да, это соседство, потому что и в исследовательской работе, и в проведении вот научных мероприятий, да, совместно мы осуществляем другие культурно-образовательные проекты. Но и для монастыря, конечно, это, с одной стороны, и сложно, да, потому что монастырская жизнь предполагает уединение, а почти уже 1 миллион туристов, которые ежегодно приезжают, да, то есть, конечно, это сложно. Вы не ослышались, 1 миллион туристов и паломников, что было невозможно и представить еще в недавнее время. К таким числам Свияжск выходит в этом году. Поток посетителей уменьшается, но не иссякает, только к зиме. Новое приобретение древнего монастыря в честь возрождения религиозной жизни – зеленый парк, в котором деревья уже крепко пустили корни, но который еще обретет свой внешний облик. Настоящее возрождение Свияжска, оно произошло после того, как Митимир Шарифович взялся за это дело. В 2010 году был создан фонд, конечно. Все это благословил наш президент Владимир Владимирович Путин. И все, что сделано здесь, в Булгарах, фондом возрождения во главе с Митимир Шарифовичем, это благодаря той поддержке, которая была оказана в федеральном центре в лице нашего президента Владимира Путина. И то, что мы одновременно и православное, и мусульманское материальное наследие одновременно восстанавливаем, вот на сегодня я могу сказать, и вы это прекрасно знаете, тем более у вас такое тесное общение верующими и в целом населением, ведь приятно посмотреть на наших сограждан, по глазам видно, что мы на правильном пути. Успенский собор очень берегут всем миром. Хоть и открыт он для посетителей, но для посещений стараются соблюдать временные отрезки. Службы здесь совершают только по праздникам и значимым датам. Для монастырской братьи самым близким домовым, но и открытым для мирян является храм в честь основателя обители святого Германа Казанского. Вот вход в келье, мы проходим с кельи сюда на молитву. Сейчас в мужском монастыре живут монахи, послушники и трудники, постоянно около 15 человек. И эта немногочисленность в наше время обычна. За последний год на острове возрождается и женский монастырь Иоанна Предтеченский. На его территории и деревянная Троицкая церковь, построенная Иваном Грозным, и огромный краснокирпичный собор в честь иконы всех скорбящих радость. Оба монастыря занимают почти треть острова. В современном мире, мне кажется, монастырь – это некий маяк. Маяк, который светит. Задача которого этого маяка светить и указывать путь в бушующем современном море. Жизнь современного мира, она действительно напоминает бушующее море. Море информации, море страстей, море разных возможностей, которые открываются перед человеком и его зачастую сбивают с толку и не позволяют ему задуматься о самых серьезных вопросах вечности. Как раз монастыри являются такими маяками. Богородица-Успенский монастырь хранит еще множество реликвий, когда-то утраченных, обретенных и новых. Напоследок настоятель показывает икону. Свияжская Богородица обнимает остров-корабль с его храмами и куполами, домами и улицами. Шкатулку-сокровищницу, полную чудес, связанных во времени. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней.